Якутские проектировщики привносят новые возможности в сферу строительства. Они предлагают использовать цифровые технологии, которые ускоряют и совершенствуют строительство объектов. О современных подходах и о том, как они помогут улучшить качество стройки, сюжет Саргаланы Федоровой. Экономия времени и денег на строительство. Молодые люди строят здания внутри компьютера. Виртуальная трехмерная модель всего строительства в окне одного браузера. В режиме виртуальной реальности можно посетить будущее здание, узнать его габариты и эксплуатационные характеристики. Если есть недочеты, корректировки можно внести уже на стадии проектирования. Получается, связующим элементом вот эта трехмерная модель, она закидывается в браузер. Потом через браузер все участники подключаются к этой трехмерной модели и составляют свои календарные графики. Все исполнительные документация тоже должно быть через этот браузер. По этой так называемой BIM-технологии компания проектирует здания и сооружения третий год. Архитектор, специалисты по отоплению и вентиляции, электроснабжению – все работают в единой модели. У нас ошибок в пересечениях гораздо меньше, чем в двухмерном проектировании. Это касается как и промышленных объектов, так и жилых зданий. А вот как видите, здесь представлен вам стояночный бокс сахатранснафигаза. Здесь можно наблюдать и как металлические конструкции, так и воздуховоды. Все расходы на материалы считает компьютер, вплоть до кранов и фитингов. Это помогает точнее определить стоимость будущего проекта и заранее выявить любую проблему, с которой можно столкнуться в ходе строительства. Также, используя маркеры на чертежах, можно вывести трехмерную модель на экран смартфона или планшета. Это облегчает понимание чертежей не только для специалиста, но и для обывателя. И все это повышает качество проектных работ. Заказов у проектировщиков мало, так как с информационным моделированием многие местные застройщики почти не знакомы. Сейчас молодые люди работают над усовершенствованием проекта, добавляют гравитацию и интерактивность. Проектировщики надеются внести свой вклад в социально-экономическое развитие региона. Для этого сегодня в республике предпринимателям оказывают существенную поддержку. Создана региональная лизинговая компания, которая осуществляет льготную лизинговую поддержку для предпринимателей. Сумма финансирования проектов составляет от 2,5 до 200 миллионов рублей под 6,8% годовых. Сегодня в бизнес-сфере трудятся 39,5 тысяч якутян. В субъектах малого и среднего предпринимательства заняты более 90 тысяч человек. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на территории республики до 2024 года эти показатели будут существенно увеличены. Саргалана Федорова, Семен Семенов, Якутск.